Ваня, привет. Завтра организация у нас закрывается. Вот собаки здесь, да? Их, жалко. Их хотят завтра застрелить уже, Вот 3 штуки у нас здесь. Если есть там знакомые, может, разберут. Здравствуйте, друзья! Итак, по 3 собакам с базы, которых хотели пристрелить. О них рассказывала в прошлом ролике. Спасибо вам, что вы откликнулись и захотели их спасти. Без вас я бы на сей раз не взялась. Не потяну, говорю об этом сразу. Поэтому дальше только вместе. Спасение – это не только перевести на другую улицу. Спасать – значит спасать до конца. По каждой собаке ведется работа. Хоть этой работы и не видно. Откормить они голодные, расчесать или помыть, привить дважды, стерилизовать, отфотографировать, найти кошку, протестировать на кошек и сделать видео, иметь материал по каждой собаке. Все это делается нелегко и непросто. Все заняты. Ресурсы человеческих рук давно исчерпаны. Итак, не сразу. Из-за снега, коллапса на дорогах, рабочего дня передержки, но забрать смогли. Вот они. Собачек привезли. Рыжуха, Пальма и Плитка. Вот таких собачек привезли. Только-только посадили. Утром они покушали, поэтому у нас будет вечером обед. Но это худенькая ребрышки. Пальма. Это Рыжуха. И Плитка. Счастливая, довольная. И Плитка, да? Собаки ласковые. Зовут их Пальма, Плитка и Рыжуха. Что еще можно сказать о них? Собаки, конечно, худые, недокормленные. Сытно не кормили, это и понятно, кому они были нужны на этой базе. Кинут что-то раз в день, кто догадается отходы принести из дома на работу. И все, и этому были рады. Виляли хвостом человеку, не обижались, не озлобились от недоедания. У Пальмы даже ошейничка не было. Какая-то веревка, узлом завязанная. Как не удушилась только на ней. При переезде выскользнула из нее, чуть не сбежала, стрессанула. Да, надо ошейники им купить, надо вычесать, надо время, чтобы к зиме новый подшерсток вырос. Надо найти солому, опилки. Снег там выпал нежданно, в сентябре. Сейчас растаял, ненадолго. Обещают скоро снег постоянный. Нас приняли на передержку, платную. Но будки рассохлись с щелями. Дел не в проворот. Хозяйка днем работает. Нужны рабочие руки и деньги. Друзья, помогайте собакам и этим, и всем другим. Не забывайте о них. Голова идет кругом, за что хвататься. Если у вас есть пассажир на Москву, Питер, напишите мне на WhatsApp. Там нельзя долго жить, там не курорт, скоро минус 50. И места занимать в будках тоже нельзя. Нужны пассажиры, нужны деньги на их содержание, независимо, где они находятся, в Якутске или в Москве. Помогайте им, друзья. И еще, срочно, друзья, просто СОС. Появился редкий пассажир до Питера на кошек. Нельзя упустить шанс спасти 2 помета котят, выкинутые в подъезды. Уже холод, уже снег. Из подъездов, как вы помните, их выпинывают на улицу. Кто-то затаскивает назад и снова на улицу. Бедная кошка-мать нашла дыру в подъезде и прячет там своих детей. А сама выходит поесть. Вдруг кто-то даст. Иногда дают, но чаще выкидывают. Поехали забирать котят, не смогли достать из этой дыры. Оставили переноску и соседку попросили, чтобы отловили туда и запихнули в переноску. Вдруг получится. Через 2 дня позвонили, сказали: забирайте. Запихнули их туда, и переноска стоит в подъезде, никто не охраняет. Значит, снова выкинут на улицу. Надо успеть. Снова сорвались с работы. Поехали, успели, забрали. А где передержать? А негде. Попляши, пока едешь в такси с ними. Вот пустили строго на 3 дня. Строго. Или снова в подъезд. Или на самолет.
выбираем. А пассажир с самолетом бывает редко. С ног сбились искать пассажира. На их удачу нашли. Надо торопиться. Или выкинут на улицу, на снег. И еще второй помет с такой же участью, тоже в подъезде. Жались, сидели в углу, занесли в квартиру с условием на 3 дня. Или выставят тоже в подъезд. Друзья, помогите спасти эти жизни. Итого 7 котят и 1 кошка-мать. Очень прошу помощи. Как все тяжело дается, даже не расскажешь. Это Якутск, этим все сказано. Если не мы, значит не спасет никто. Пожалуйста, я очень прошу, нужны деньги на перелет, нужны деньги на справки. У нас остается всего лишь 1,5-2 дня подготовки. Нужна помощь и на оплату передержки в Питере. Пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста, это СОС, это крик души.